Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geç kalmadı mı? Gelecek. Çok sağ olun. Saat 12'de. Evet. 11.30'da resim çekileceğiz. 12'de. Hala. Orada artık toplanmalar. Bizim arkadaşlar. Sağ olun. Всемирно известный футболист Рональдиньо, находящийся в Баку в качестве гостя на КОП-29, получил ценный подарок – карабахский ковер. Ранее бразильский футболист провел встречу с молодыми игроками из ведущих футбольных клубов Азербайджана. Исполнительный вице-президент АФА Сархан Гаджиев на мероприятии преподнес Рональдиньо особый подарок – футболку сборной Азербайджана с номером 10. Рональдиньо встретился с президентом АФА Ровшаном Наджафом. Футболист также посетил голубую зону КОП-29. Он ознакомился с экспозициями стран-участниц, представленными в национальных павильонах, а также принял участие в благотворительном мероприятии для детей, лишенных родительской опеки. Рональдиньо остался в восторге и от национальной кухни Азербайджана. На вопрос присутствующих о том, как ему на вкус азербайджанские блюда, легендарный футболист ответил: «Фантастика». На своей странице Instagram, насчитывающая почти 77 миллионов подписчиков, Рональдиньо поделился постом о своем участии в КОП-29. Главы государств Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали соглашение между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии. После этого президенты выступили. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемый Шавкат Мирамонович, дорогие друзья, сегодня знаменательное событие в истории отношений Азербайджана, Казахстана, Узбекистана. Три братские страны сегодня поднимают свое сотрудничество на новый уровень. Подписание соглашения является, я бы сказал, историческим событием. Мы еще больше укрепляем братские отношения между нашими странами и будем сотрудничать активно в сфере зеленой энергии. Я бы также сказал, что сегодняшнее соглашение, которое мы подписали, открывает новые возможности в сотрудничестве регионов Центральной Азии и Кавказа. И по существу интеграционные процессы, связанные
с транспортом, энергетикой, торговлей регионов Центральной Азии и Кавказа сегодня позволяют говорить, что эти два региона во многих вопросах действуют синхронно, в том числе и в сфере развития зеленой энергии. Мы знаем о тех больших планах и уже достигнутых результатах по созданию возобновляемых источников энергии и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Азербайджане. То есть мы идем, если можно так сказать, параллельным курсом. И строительство электрического кабеля по дну Каспийского моря – это не только сотрудничество между нашими тремя странами, но и сотрудничество в более широком масштабе. Я вчера в своем выступлении на конференции говорил о планах Азербайджана, который уже в процессе реализации по строительству кабеля из Азербайджана по дну Черного моря в Европу. Технико-экономическое обоснование этого проекта близится к завершению, и тем самым мы соединим Центральную Азию, Кавказ, Европу, Каспийское море, Черное море единым энергетическим коридором. Особо приятно, что подписывается это соглашение между тремя братскими странами, которые всегда находятся рядом друг с другом. Наши отношения с Узбекистаном в этом году вышли на уровень союзнических отношений, был подписан соответствующий договор. С Казахстаном мы сотрудничаем уже давно как стратегические партнеры. Узбекистан и Казахстан были первыми странами, которые оказали нам помощь в восстановлении Карабаха. Школа имени Мирза Улугбека и творческий центр имени Курмангазы, Физули сегодня наглядное свидетельство нашего братства. И уверен, что и в будущем мы всегда будем вместе, будем поддерживать друг друга. Я благодарен моим дорогим друзьям, братьям Шавкату Мирамоновичу, Касым-Жомарт Кемелевичу за то, что они приняли участие в КОП-29 и своим участием, и своими ценными соображениями и месседжами обогатили наше мероприятие. Еще раз хочу поблагодарить моих дорогих друзей, также выразить благодарность нашему дорогому другу, министру Саудовской Аравии, который также присутствует сегодня, и всем нашим друзьям из Саудовской Аравии. Компания Aquapower, о которой я вчера говорил, она наш добрый партнер, инвестор, и работает и в Азербайджане, и в Центральной Азии. Поэтому сегодня после этой церемонии будет еще одна церемония, которая расширяет наше сотрудничество. Это Ближний Восток, Центральная Азия, регион Каспия, Кавказ, Черное море, Европа. Что я всех нас поздравляю и желаю, чтобы мы поскорее увидели реализацию этого проекта. Спасибо. Уважаемый Ильхам Гейдароглу, уважаемый Шавкат Мирамонович, дамы и господа, сегодня мы открываем новую страницу истории нашего общего стремления к устойчивому развитию. Подписание соглашения о стратегическом партнерстве – это важный этап трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Документ открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейские и другие рынки. Казахстан здесь играет крайне важную роль как крупная транзитная территория. Практические результаты этого соглашения будут способствовать развитию среднего коридора в качестве зеленого моста, соединяющего наши экономики. Тесное сотрудничество в этой ключевой сфере активизирует обмен опытом и передовыми технологиями между тремя государствами, будет способствовать дальнейшему укреплению нашей энергетической безопасности. Для Казахстана, который движется к углеродной нейтральности, зеленая энергетика является приоритетным направлением. Мы активно работаем над снижением зависимости от ископаемых ресурсов, развиваем технологические инновации, создаем инфраструктуру, способную поддерживать нашу экологическую устойчивость.
достигнуты договоренности Казахстана с иностранными партнерами по реализации зеленых проектов общей мощностью в 43 гигаватта. Я хотел бы поприветствовать здесь министра энергетики Саудовской Аравии, а также представителей известной компании Aqua Power. Мы благодарны вам за сотрудничество. Дорогие друзья, сегодняшнее соглашение станет ярким примером того, как осознание общей ответственности, взаимное доверие и стратегическое партнерство меняет мир к лучшему. В заключение хочу выразить искреннюю благодарность Илхаму Гейдароглу и Шавкату Мирамоновичу, а также всем участникам переговорного процесса за плодотворную работу, итоги которой мы сегодня можем наблюдать. Желаю всем нам успеха в реализации наших планов. По сути, они очень многообещающие, если не сказать амбициозные. Пусть это стратегическое партнерство станет фундаментом для будущих достижений и откроет новые возможности для устойчивого развития региона и мира в целом. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемый Касым-Джамат Кемелевич, я приветствую вас. Я хочу прежде всего еще раз поздравить уважаемый Ильхам Гейдарович с успешным проведением климатического саммита Организации Объединенных Наций. И мы все видели, что это признание авторитета Азербайджана. И такое грандиозное мероприятие впервые проводится в нашем регионе, является ярким признанием авторитета Азербайджана на глобальной арене. Сегодня вместе мы создаем новый зеленый энергетический коридор в Европу. Это тоже историческое событие. Пользуясь случаем, хочу поприветствовать министра энергетики Саудовской Аравии, который много делает и старается делать. И мы очень дружно сотрудничаем. 3 страны с Саудией и компания Aqua Power очень много делает. И в Узбекистане тоже. Я очень благодарен, что они это с удовольствием делают и принимают очень активное участие в нашем регионе. Возобновляемая энергия – это не просто экономическая цель, это наш вклад в будущее, результат чувства нашей ответственности перед следующими поколениями. Особо отмечу экологическую значимость этого проекта. Энергия, которая будет передаваться, это энергия ветра и солнца, возобновляемый и чистый источник, который позволит смягчить влияние на климат. Тем самым мы поддерживаем совместные усилия по защите климата в рамках Парижского соглашения и достижения целей устойчивого развития. Наши страны, обладая значительным ресурсом возобновляемой энергии, могут внести весомый вклад в глобальный энергетический переход. В Узбекистане в этом направлении проводится масштабная работа. Принята большая программа, опережающая развитие зеленой энергетики. Планируем к 2030 году довести долю возобновляемой энергии до 40%, а также создать систему хранения энергии 4,2 гигаватт. Кроме того, до конца года подключим к сети дополнительные 2,6 гигаватт возобновляемой генерации и системы хранения энергии 300 мегаватт. Ежегодно вводим около 2 гигаватт мощностей солнечной и ветровой генерации. Уважаемые участники мероприятия, экономический эффект от реализации этого проекта почувствуют все наши государства. Будут созданы 1000 рабочих мест, получат развитие энергетической инфраструктуры, расширяются технологические и деловые связи. И как главный результат повысится уровень жизни нашего населения. Перед нами стоят ряд важных задач по ускорению реализации этого проекта. Это создание совместного предприятия, разработка ТЭО, согласование источников финансирования и тендерные процедуры. Нам надо как можно ускорять эти процессы. Еще раз хочу подтвердить нашу приверженность совместной реализации этого важного регионального проекта. Затем с участием президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана состоялась церемония подписания исполнительной программы между Министерствами энергетики Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Королевства Саудовской Аравии по сотрудничеству в области развития и передачи зеленой энергии.
После церемонии подписания была проведена встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель-Азиза бен Сальмана Аль-Сауда. Процессы глобального изменения климата ускоряются, потому мир должен договориться о скоординированных и хорошо финансируемых действиях. В этом контексте Кыргызстан поддерживает скорейшее принятие новой коллективной количественной цели по финансированию мер по борьбе с изменением климата. Мы призываем развитые страны довести сумму помощи развивающимся странам в рамках климатического финансирования до $2 триллионов США с облегчением доступа к этому финансированию. Кыргызстан инициировал механизм по обмену внешнего долга на проекты климатического и устойчивого развития. Мы предлагаем реструктуризацию внешнего государственного долга страны путем применения механизмов замещения долга на конкретные зеленые проекты, в том числе используя механизм создаваемого климатического трастового фонда в Кыргызстане, из которого будут финансироваться проекты в сфере экологии и устойчивого горного развития. Приглашаю заинтересованные страны к участию в деятельности этого фонда. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность Турции и Германии, так как эти две страны приняли решение по переводу долгов на зеленые проекты. Кыргызстан ставит перед собой амбициозную задачу, а именно к 2030-му сократить выбросы на 16% от уровня выбросов. Но это по сценарию бизнес как обычно, а при наличии международной поддержки на 44%, то есть почти втрое. Углеродной нейтральности Кыргызстан планирует достичь за счет развития возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, снижения потребления угля через газификацию, снижения потерь при передаче и распределении электроэнергии, улучшение системы теплоснабжения в городах и повышение информированности населения по митигации в энергетике. В этом контексте хотелось бы отметить реализуемые проекты в сфере возобновляемых источников энергии. Так, совместно с нашими соседними странами начата реализация проекта по строительству одной из самых крупных гидроэлектростанций в регионе Камбаратинской ГЭС-1. За прошлый год в Кыргызстане введено в эксплуатацию 10 малых ГЭС. В этом планируем построить еще 15 малых ГЭС, а также начата реализация проектов по солнечным электростанциям на суммарную мощность более 400 мегаватт. Успел глава государства в этот день выступить и на круглом столе высокого уровня по климатическому финансированию, которое организовал Пакистан. Садыр Джапаров подчеркнул, что глобальные изменения климата представляют собой серьезную угрозу устойчивому развитию всех стран, и особую важность приобретают вопросы климатического финансирования. Распределение международного климатического финансирования должно основываться на уровне выбросов и уровне экономического развития стран. В этой связи ответственность за поддержку уязвимых развивающихся стран должны нести те государства, которые несут наибольшую ответственность за глобальные выбросы. Хочу обратить внимание на существующие сложности механизма получения климатического финансирования, которые до сих пор остаются громоздкими, что затрудняет эффективное распределение ресурсов. Частный сектор должен играть более активную роль в аккумулировании климатических средств, так как он является важным драйвером зеленого перехода в экономике. За последние 70 лет площадь ледников в Кыргызстане, как подчеркивает Садыр Джапаров, сократилась на 16%, а в отдельных областях страны практически исчезли все ледники. Сейчас же только совместными усилиями можно достичь поставленной цели по удержанию глобального потепления и заложить основу для безопасного и устойчивого будущего нашей планеты. Рад вас видеть. Спасибо, что нашли время приехать. Я очень рад, что Россия представлена на этой конференции на высоком уровне. И уверен, что ваше личное участие в дискуссиях придаст им особое значение. Я хотел бы выразить благодарность Российской Федерации за поддержку, оказанную Азербайджану в преддверии принятия решения о проведении конференции в Баку и в процессе подготовки нашей к КОП-29.
Для нас это, конечно, исключительное событие. Такого масштаба событий в Азербайджане никогда не проводились. И мы рады, что дружественные страны активно участвуют в этом мероприятии и представлены на высоком уровне. Ну и, конечно, как всегда, хорошая возможность еще раз пройтись по двусторонней повестке. Несмотря на то, что мы в последнее время очень часто видимся с Владимиром Владимировичем, но все равно повестка дня наших отношений настолько обширна, что есть необходимость регулярно инспектировать все, что сделано, и определять, конечно, будущие векторы развития. Так что еще раз добро пожаловать. Спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович. Хочу поблагодарить вас за организацию всех мероприятий, ну, в частности, проведение такой крупной, наверное, крупнейшей конференции Организации Объединенных Наций, которая посвящена вопросам климата. Здесь все отмечают высочайший уровень организации. Хочу также сказать, что Владимир Владимирович Путин накануне перед моим отлетом передал огромные, самые теплые пожелания вам лично. И поздравить тоже просил вас с успешным проведением, это уже все фиксируют, нынешней конференции. Вообще на Южном Кавказе впервые эта конференция проходит, и это также подчеркивает особую роль Азербайджана, который, я знаю, сделал очень много для организации повестки. Повестка сложная, все отмечают высокий уровень всех дискуссий, а также сбалансированный, в том числе и результирующий документ нынешней конференции. То, что касается нашей двусторонней повестки, вы об этом сказали, растет совместный товарооборот, мы сотрудничаем по целому направлению нашей двусторонней повестки, это и промышленность, энергетика, это и сельское хозяйство, это культурно-гуманитарные связи, цифровизация. И мы с Алией Даятовичем, с коллегами из правительства по всей этой повестке сегодня поработали. Еще раз огромное вам спасибо за гостеприимство. Спасибо, и от меня передайте Владимиру Владимировичу наилучшие пожелания и привет. Спасибо. Спасибо. His Excellency Mr. Alexander Lukashenko, President of Belarus. Sorry. Please. Thank you. Thank you. Уважаемые друзья, здесь очень много говорили о том, кто сколько сделал по улучшению климата, но я сравниваю последний период после предыдущего нашего саммита. Стало только хуже. Война на Ближнем Востоке, война в Украине, война в Южном Йемене. Всего более 50 конфликтов в мире, которые жестоко влияют на климат, на нашей планете. Так что стало лучше? Кто стал платить за выбросы? Достаточно сказать, что сегодня, которые так озаботились прежде улучшением климата, отсутствуют на этой конференции. Более того, саботируют. То ли еще будет после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Встает вопрос, так
какова же эффективность нашей деятельности на подобных саммитах. Когда-то президент Франции чуть ли не великим себя считал за Парижское соглашение. И где этот президент сегодня? Неужели это не актуально? Вот наша эффективность нашей работы. Так что рапортовать пока не о чем. Единственное, хотел бы поздравить своего коллегу с прекрасной организацией этого сложного саммита. Но те, кто сегодня думают, что принесет отсутствие на этом саммите, не принесет. Шторм в Соединенных Штатах Америки, недавно в Валенсии погибли люди. Это говорит о том, как мы улучшаем наш климат. Я это откровенно говорю, потому что мою страну упрекнуть в этом плане не за что. Мы жестко выполняем все обязательства, которые взяли на себя. Но поскольку из-за вот такого махрового бюрократизма секретариата ООН за 3 минуты практически сказать невозможно что-то, я ограничусь буквально несколькими предложениями. Первое. Климат изменился, это данность, поэтому первостепенная задача перенастроить национальные экономики, прежде всего сельское хозяйство с учетом изменившихся условий, адаптировать его к новым условиям. Беларусь активно этой темой занимается и готова делиться опытом. Второе. Необходимо помочь развивающимся странам получить равный доступ к зеленым технологиям без ущерба для их национальных интересов. Сделать так, чтобы они в результате этой помощи не попали в кабалу. Нужно отменить все, что мешает международной торговле технологиями, обмену инновациями и наилучшими практиками. Третье. Мы сегодня уже столкнулись с ситуацией, когда новая продукция, позиционируется как более экологически безопасная альтернатива, но в то же время наносит не меньший вред. Объективно нужны новые подходы к комплексной оценке потенциального воздействия инноваций на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла данной продукции. Эти и другие направления требуют консолидации международных усилий не на словах, а на деле. Поэтому пора от слов перейти к делу. И тот, кто должен платить, а не отсиживаться у себя в кабинетах. Благодарю вас за внимание. Отпускаем президента. Ой. Это единственное, что можно оценить положительно. Но очень дорого. Александр Григорьевич, буквально еще нам слово. Вот ваше общее впечатление какое? Отвратительно. Я сказал тезисно, потому что из-за махрового бюрократизма секретариата ООН это все бесполезно. Ну что за 3 минуты скажешь? Все отчитываются, какие великие, а стало еще хуже. Я же назвал 3 войны, которые загрязняют атмосферу. Хуситов там давят неизвестно за что. На Ближнем Востоке война, перспективы большие втягивания еще других стран. И в Украине война, это только крупная, а их более 50 этих конфликтов. Это загрязняет прежде всего атмосферу. Я говорил об этом в Дубае. И производители, кто больше всего производит? Англосаксы. Где они? Их нет. Где господин Макрон, который так пиарился на повестке этой? Парижское соглашение. Где он? Его сегодня нет даже. Поэтому они наплевательски к этому относятся. Это просто говорильня очередная. Господин президент, вот двойные стандарты говорят, что вот одна из целей этого саммита – остановить войны и так далее. Насколько вы верите вообще тому, что это возможно? Действительность говорит об обратном, поэтому я в это мало верю. Благодарю вас. Спасибо огромное. Уважаемый Шавкат Мироманович, очень крупная политическая фигура не только на уровне Узбекистана, Центральной Азии, Тюркского мира, но и на мировом масштабе. И все инициативы, которые озвучиваются с его стороны, к ним прислушиваются и в нашем регионе, и во всем мире.
И для всего тюркского мира, для всех тюркских стран эти инициативы очень важны, потому что они дают очень серьезный импульс для развития взаимоотношений и сотрудничества между нашими странами. Я думаю, что, конечно же, все эти инициативы станут очень серьезной платформой, очень серьезной основой для укрепления интеграции тюркских стран между собой. И в области экономики, и в области культуры. Мы, как Тюркская академия, прежде всего заинтересованы в интеграции наших стран в области науки и образования. И, соответственно, вот инициативы в этой области для нас очень важны. На саммите тюркских государств, состоявшемся в Кыргызстане, глава государства выступил с речью, в которой акцентировал внимание на сфере культуры. В ходе обсуждений поднимался вопрос о создании совместных экспедиций и публикации книг, отражающих этнографические и фольклорные традиции всех тюркских народов. Это подчеркивает важность осознания вклада наших предков и тюркских народов в развитие мировой цивилизации. Президент отметил необходимость более глубокого изучения истории жизни наших предков, особенно в области просвещения и культуры. Он подчеркнул важность передачи этого наследия молодежи для воспитания уважения к традициям. Также было акцентировано внимание на необходимости активного культурного обмена между народами и укрепления взаимного сотрудничества в этой области. Глава государства подчеркнул, что глубокое изучение наследия предков должно находиться в центре внимания будущих поколений. Эти вопросы являются актуальными не только для Узбекистана, но и для всего мира. Каковы же итоги саммита? Приняты Бишкекская декларация. Скреплен подписями инициированный Узбекистаном исторический документ «Хартия тюркского мира», являющийся, как подчеркнул президент, ярким отражением усиливающегося многогранного сотрудничества братских стран и народов, Организации тюркских государств. Подписан ряд других договоренностей по приоритетным направлениям взаимодействия. С вступлением Узбекистана в Организацию тюркоязычных государств организация только усилилась, потому что та политика, проводимая уважаемым президентом Шавкатом Миромоновичем, на сегодняшний день она поистину созидательная и объединяющая, потому что мы все прекрасно знаем, что с его приходом не только тюркоязычные государства, а Центральная Азия приобрела новые исторические формы. Он сумел объединить, и те реформы, которые проходят, те инициативы, которые он вообще выдвигает на международных площадках, они носят под собой определенный конкретный характер, и они все практически реализуемые и реализуются. Знаковым событием стало и награждение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана высшим орденом тюркского мира. Подобные саммиты, как показало время, выступают эффективной платформой для сверки часов в двухстороннем формате. Встречи тет-а-тет позволяют определять новые точки роста сотрудничества. Так было и на этот раз в Бишкеке. Президент Шавкат Мирзиёев в отведенной ему резиденции провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-венгерских отношений, стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Рассмотрен график двусторонних мероприятий. Отмечена важность формирования нового портфеля проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Сверены часы и по актуальным вопросам региональной повестки. Словом, саммит стал важным этапным событием в дальнейшем расширении как двухстороннего, так и многостороннего партнерства. Важной диалоговой платформой, на которой были озвучены новые инициативы президента Узбекистана, направленные на обеспечение мира, прогресса и процветания. Mücadele
gözünden verdi nazlı kenare. Unutma aşığı haşa göre.